С 9 утра экологи, егеря, общественные организации и сотрудники районной администрации собрались на очистку прилегающей территории реки Асса. Кучи мусора, отдыхающих здесь жителей региона, появляются буквально каждый день. За территорию, где проходит акция, отвечает Хизыр Хучибаров. Он каждый год организует здесь субботники. Говорит, что весной 2019-го здесь было намного грязнее. 70% меньше мусора. Да, практически нет. Люди сейчас не выходят, и погода не позволяет. В связи с этой болезнью все дома сидят. На речке сейчас в данное время мало людей. Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов в России стала традиционной. Ингушетия уже 4-й год подряд занимает на ней заслуженное первое место. Вот и в этом году они претендуют на золото. 300 участников субботника пришлось разделиться на 3 группы: Нестеровская, Алхасты и Галашки. Учитывая тяжелую эпидситуацию в республике, прихватили с собой маски, перчатки и антисептики. Ввиду того, что у нас идет пандемия коронавируса, мы не смогли масштабно всех собрать. Здесь находятся непосредственно сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии, а также подведомственных организаций наших. Но также к нам присоединились участники сообщества охотники и рыболов республики. Эти ребята нам оказывают тоже помощь. Увидев пост о проведении субботника, приехали на акцию и участники конной спортивной школы «Дикая дивизия». Все вместе собрали более 250 больших мусорных пакетов. Принял участие в сборе мусора исполняющий обязанности Минприроды Магомед Евлоев, а также глава района Магомед Зейтов. بق وشاش حد يحكي عدو خش شو شاش عمقوس موتك بحمية شاش ثاني باكيت شيء ليش يا أهم شوش حمية حياش باكيت شو عشية اللي دعشي وقتي ماشينش دعوة عندي خدر دي أخ إذا ديش سهل شو أوز أخا كوك أوت بموتك خجات إيش دي خدر دال إيمانش دال دوي وعشاقي تربركتي خلط. По словам главы района, здесь, на берегу Ассы, запланировано строительство курортной зоны. Этой территорией займутся инвесторы. Так люди будут платить за отдых, а мусор уже собирать начнет частная организация. Собранный утиль будет вывезен на полигон в Сунжу. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24.